корнями, корнятами. Вопрос С апрельской революции прошло уже 3 года. Посмотришь с одной стороны, и кажется, столько многое изменилось, столько многое поменялось, многое позабылось. А посмотришь с другой стороны, кажется, ничего и не менялось. Те же люди с той же ношей. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире ток-шоу «Ой-Ордо». Сегодня мы будем говорить о 3-й годовщине апрельских событий. Будьте с нами. И, уважаемые гости, уважаемые зрители, перед началом я предлагаю вспомнить, как это было. Сегодня у нас в студии участники тех событий, те, кто непосредственно принимал участие на площади, те, кто принимал участие до, те, кто восстанавливал страну. И мой первый вопрос, Эмиль Саламатович, добрый вечер. И первый вопрос. Считаете ли вы, что апрельские события, апрельская революция, которая была в 2010 году, полностью достигла своих целей? Говорить о полностью достигла своей цели, и это невозможно, поскольку этот процесс очищения общества, процесс становления нового строя, новой системы, это достаточно длительный процесс. Мы же на примере становления парламентской демократии видим, что мы должны этот путь пройти, причем пройти достаточно терпеливо. Но те цели, которые ставились до революции, те требования, которые оппозиция ставила перед Бакиевым, они полностью выполнены. То есть, правильно я понимаю, цели были краткосрочные и долгосрочные. Вот те краткосрочные, они прям 100% у нас выполнены. Краткосрочные — это по вопросам приватизированных, проданных объектов, по вопросам разложения, демонтажа семейно-кланового правления, они выполнены. Но по очищению общества, по формированию подлинной, нормальной народной демократии мы в процессе, мы идем. Спасибо. Дамира Басканна, вот и до апрельских событий, в том созыве Джордж Кенеша, вы были депутатом Джордж Кенеша, в этом, тогда представляли оппозицию, ныне нет. Как вы считаете, вот тот же вопрос продублирую, оправданы ли те жертвы, которые были ради этой революции? Для чего проливалась кровь почти 87 Я считаю, что это оправдано, так как главной целью, которую преследовала, то есть ставила своей целью и оппозиция, и народ, который встал грудью, так скажем, под пули, это была главная цель, это значит, чтобы установилась народная власть. Она сегодня в нашей стране установлена посредством того, что мы являемся парламентской страной, и раз парламент, это значит представители народа. Значит, сегодня то, что мы хотели, того достигли, потому что сегодня у нас власть принадлежит народу. Ну вот и сразу вопрос ко всем участникам. Асия Павловна, Ирина Юрьевна и всем. Есть ли иное мнение, что вот не все цели достигнуты, не все оправдано? Ну, во всяком случае, я хочу сказать, что самое главное, что сегодня никто не распродает кыргызские земли, никто не распродает предприятия стратегические. И мы вернули людям свободу слова, мы вернули людям надежду на будущее. Вот о стратегических предприятиях сегодня до сих пор есть, в принципе, споры. Нет, но тем не менее, сейчас любое стратегическое предприятие обсуждается в парламенте, и в парламенте 5 фракций, представители разных политических сил решают эти вопросы, а не одна семья и не центр принятия решений сегодня именно в парламенте, а не где-нибудь у какой-то одной семьи президента и его окружения. Поэтому я считаю, в этом смысле цель достигнута. Другое дело, что не все, что мы планировали, еще выполняется, но на это нужно время. Пройдет какое-то определенное время, возможно, еще одна
еще одни выборы или значит, смена власти по Конституции. И тогда я думаю, что все будет в норме. Функционирование государства будет нормальным. Правильно ли я понял, что вот тот парламент, который есть сегодня, он не полностью сможет выполнить все обещания, которые были даны? Ну, во всяком Вы случае, я говорите считаю, о новых что... выборах. Нет, я считаю, что нынешний парламент выполняет свои функции довольно хорошо и ко всем вопросам подходит серьезно. Хотя бы потому, что существует политическая конкуренция, и каждая фракция пытается сделать свое дело так хорошо, чтобы на следующие выборы они тоже были во внимании своего электората. Поэтому я считаю, что очень многое на сегодня сделано. Самое главное, поставлена точка невозврата. Вот, и есть тенденция системных изменений. Вот о сделанном и не сделанном давайте поговорим чуть позже. Да. Ирина Юрьевна, вот государственный строй, измена государственного строя. Вот была конкретная цель и достигнута ли она? Давайте просто конкретизируем наш разговор. Спасибо, что вернули вот с этих кадров, потому что, вы знаете, постоянно смотришь и постоянно опять сопереживаешь и чувствуешь все, что тогда чувствовал, когда все это происходило. И вернувшись к вашему вопросу, хочу сказать следующее, что процесс запущен, самое главное. Сегодня сказали, назад дороги нет. И государственный строй, действительно, мы все мечтали о том, чтобы не было коррупционно-кланового президентского правления, потому что две последние семьи президентских, они показали довольно-таки всем урок, как не надо, чтобы было в стране, потому что мы с вами знаем, что это было действительно циничное грабеж ограбление своей же страны. И вот эта семейственность, клановость, конечно же, привела к тому, что мы сегодня в наследство получили какую страну. И бюджет, и по землям, и все остальное прочее. Да? И вот падение где-то нравственных таких вот основ. Все это происходило вот за последние, может быть, 10 лет особенно. Поэтому, конечно же, мы все мечтали о подконтрольности друг друга. Сегодня практически парламентская республика критике очень много подвергается. Есть конструктивная критика, есть, так сказать, манипуляция, шантаж политические, но в любом случае... все это не беспочвенно. Все это, конечно, не беспочвенно, мы все признаем, есть над чем работать. Самое главное, я бы хотела отметить, что вот эта вот контрольность, подконтрольность парламента как гражданским обществом, так и в самом парламенте идет контроль друг над другом. Конечно же, ну, я не знаю, как очистим ли мы полностью, но приостановим коррупционные схемы, вот эти вот грабеж своей собственной страны, я надеюсь, что это произойдет. Вы знаете, да, Эмиль Саламатович, да, пожалуйста. Это вот эта система, которая вот после революции установилась, вот она вот через референдум, она же не взята с потолка. То есть вот она не сделана так, что вот после революции люди собрались, решили, что вот так делать. Вот вспомните, 2008 год в ноябре был подписан меморандум между оппозиционными силами. То есть все политические лидеры оппозиционных партий тогда подписывали меморандум, где были очерчены основные параметры того общества, которое мы хотим построить. То есть практически 2008 год, 2009 год, все параметры и основные направления реформ государственного устройства, общественного обустройства, они обсуждались. И причем в меморандуме было написано, что независимо от того, в будущем лидеры оппозиции того периода окажутся в каком стане и в каком статусе, они будут добиваться претворения в жизнь тех. То есть вот ограничение политической монополии, гарантии деятельности оппозиции, развитие местного самоуправления. Все параметры были года 3 озвучены еще до. Хорошо, я одну минутку. Вы знаете, еще вчера, нет, позавчера был прямой эфир, тоже программа ОРД на государственном языке. Приходили тоже представители, Эмребек Черкешевич и так далее. Да? Тоже озвучивалось вот это же мнение. Мол, революция свершилась, но, господа, подождите, это же не все сразу. Мол, взяли и выдали. Так вот, мне просто как обывателю, как представителю народа интересно, а когда вот это все завершится? Есть точный срок? Или мы так и будем все время? Ну, подождите, 3-я годовщина, подождите, мало. 4-я, подождите, мало. 7-я, подождите, еще нет времени. И так до 20-й годовщины. Или все-таки будут вот точка, когда мы скажем, все, ребятки, мы достигли того, что планировали в 2010 году? Скорее всего,
такого, чтобы общество сказало, что мы достигли того, что хотели, никогда не будет, поскольку демократия и демократичное общество – это процесс. Самое главное, что мы идем туда. Этот процесс достаточно длительный и долгий. Я хочу добавить, вот еще к первому вопросу, который вы задавали, достигнута ли цель. Вот я сказала, что да, власть стала народной, и самое главное, что разозлило тот народ, который пошел под пули. Его разозлило действие одного человека, одной семьи, да, и в данном случае, который хотел все время быть президентом, он или его дети. Вот это же главная цель достигнута. Сегодня в Конституции четко написано, что президент должен сидеть только один срок. Дамир Аббасхан, не хочу вас обидеть, но главная цель, помимо этого, еще и достаток жизни, еще и хорошие работающие законы. Подождите, но ведь когда мы думали, что вот будет революция, и не то, что думали, мы думали, что вот наступит все, никто же не знал, что произойдут события июньские, майские. То есть это дало какой-то отток назад. То есть и те инвесторы, и вот эта стабильность, вот это вот все сыграло роль. И я вот хочу в дополнение сказать, вот вы говорите, когда мы достигнем, что этого не будет. Просто я считаю, что каждая страна будет стремиться всегда к лучшему. Если мы достигнем сегодня определенных целей, каких-то, допустим, вершин, высот, мы не должны останавливаться, мы должны идти все дальше, выше, выше. Спасибо. Мы должны стать такой страной, самой развитой, да? А кто может сказать, что Америка остановила свое развитие или она достигла своих целей? Она тоже сегодня идет дальше, понимаете? То есть сегодня... Ну, по крайней мере, любая страна может сказать, вот мы достигли элементарных жизненных стандартов, а теперь мы их перешагиваем и идем к лучшему. Дело не в этом. Дело в том, что мы хотели освободиться от цепей, понимаете, тех, которые были на губах и на руках вот у простого народа. Никто не мог вот так выйти, свободно все сказать. Давайте возьмем журналистов. Ведь их убивали, их били, да. Сегодня, посмотрите, свобода слова, это разве не достижение? Сегодня, что каждый в парламент могут прийти, каждый гражданин нашей страны может поставить задачу, ну и так далее. А вы говорите об экономических преобразованиях. Как бы стране тяжело не было, то мы остались социально развитой страной, ориентированной страной. Вот об экономике сейчас поговорим. Турсунбек Ахунович, вот вопрос следующий. Вы знаете, все-таки не беспочвенно, как сказала Ирина Юрьевна, о системе парламентского правления. Вообще бытует мнение, что... Да что там бытует? В самом классическом понимании парламентского правления, ну, увы и ах, пока не достигли, да? Есть еще какие-то минусы. Каждый день буквально в социальных сетях, в обществе, везде слышим мнение о том, что нужно бы как бы вернуться к президентскому правлению. Вообще, как оно выглядит сегодня, парламентское правление, на ваш взгляд? Ну, я бываю в многих зарубежных государствах, был, например, в Дании, Копенгагене в составе, я имею в виду, депутата парламента. Вот они утверждают, что парламентская форма правления в Кыргызстане – это самое более-менее большое достижение стран Центральной Азии, стран СНГ. Это единственная страна сегодня. Да, единственная. Это более-менее парламент, который сейчас, как прокритиковали этого парламента, в том числе я когда-то высказал свое мнение, высказываю, другие простые люди высказывают по работе парламента, недостатках. Но несмотря на все, по сравнению, нету такой парламент в странах СНГ. Даже в других странах. Потому что более-менее независим, более-менее такой парламент. Поэтому это большое достижение демократии 7-8 апреля, имеют революцию, которую мы достигли. Вот вы можете сказать, что у нас парламентское правление, или все-таки есть такое, парламентско-президентское? Нет, но все-таки нельзя сказать полное парламентское правление. Могу и добавить парламентское-президентское. Уважаемые зрители, не сдерживайте свои эмоции. Вы можете аплодировать. Да, Сядь, Павел, пожалуйста. Я Сейчас хочу мы вам просто дадим слово. добавить два момента по парламентской системе. Сегодня правительство формирует парламент. Правильно? Да. Раньше это правительство формировал президент. Сейчас 5 фракций, разные политические силы формируют правительство и требуют отчета за свою работу. Центр принятия решения все-таки, еще раз хочу подчеркнуть, в парламенте. Любое решение касательно всяких стратегических объектов, каких-то серьезных постановлений, все это решается в парламенте. Кроме этого, я хочу сказать, что все-таки раньше имитировалась государственность и государство, потому что принимались решения где-то там, в кулуарах, и преподносили, как будто это решение, допустим, того же предыдущего созыва. И предыдущий созыв называли в народе нотариальной конторой президента.
Я не помню, чтобы именно депутаты сами инициировали какие-то законопроекты, которые бы положительно работали на целое население, на все население. Они принимали все законы, те, которые им нужны были. Вспомните о тарифах, вспомните о тех 60 копеек, копеек и так далее. Теперь вот посмотрите, вы говорите, что ничего не изменилось в стране экономически. Упасите Боже, я так не говорю, я имею в виду экономически. Да. Вот эти тарифы, это на электроэнергию, это не только цена, повышенная на электричество в доме, это же сказывалось и на цены. Самые необходимые продукты сегодня, они изготовляются при помощи электричества. Тот же хлеб, там, молоко и так далее. Все это перерабатывается. То есть, эффект снежного кома, он срабатывал, безусловно. У нас есть вопрос в зале, можно? Да, пожалуйста. Я хочу вот чем остановиться. Во-первых, представьтесь, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я хочу сказать, в какой системе мы в данное время живем. И это, господа говорят, мы привозили в Кыргызстан специальную систему, в которой можно жить и расцветать. Мы живем в такой общественно-экономической формации, которая называется социалистический капитализм в данное время у нас. Как раз капитализм, перекапитализм. Ваш вопрос, пожалуйста, ваш вопрос. У нас прямой эфир, просим прощения. И на этой капиталистической системе экономических отношениях мы живем в данное время. И ваш вопрос... Никакая система ниоткуда и ни отсюда не пришла. Спасибо, спасибо большое. И, спасибо. Эмиль Саламатович, вам вопрос. Ну вот, пожалуйста. Вам вопрос. Вы постоянно говорите, мы новую систему установили, выгнали Бакиевщину и установили хорошие отношения между людьми. Люди говорят... Можно будет ваш вопрос? Диктаторская партия в данное время... Все, понятно, понятно. Спасибо. Не, спасибо. Можно будет, Эмиль Саламатович? Я просто отвечу. Это вот расхожее мнение и по большей части спекуляция общественным мнением. Если вот обратиться к тому же Соединенных Штатах или вот Великобритании, да, там практически две партии. Они друг друга сменяют и правят. Не 5, а 2, допустим. И есть вот страны, где были 2, а потом добавились, да, допустим, в Великобритании сейчас, по-моему, там у них коалиционная получается. Не в количестве партий. Вот 5 это даже хорошо. И было бы 7 было бы лучше, допустим. Но другое дело, был бы такой некий плюрализм мнений. Нет, другое дело, что по Конституции монополия одной партии в парламенте, она ограничивается. Сколько бы одна партия не получила голосов, они больше 65 мандатов не имеют. То есть одна партия может править, правительство формировать, но одна партия дальше полностью захватить все и вся не сможет. Здесь другое дело. Вот я понимаю вопрос, да, терпение. Вот в чем сейчас риск для системы вообще? Потому что у людей может не хватить терпения. Они видят, что есть проблемы в экономике, каждодневная жизнь, быт не сильно меняется. И поэтому от спекуляции говорят, мы вернем президентский и заживем лучше. Это спекуляции. Мы прожили 20 лет при президентской системе. Ну что, мы были готовы к президентской системе? Вот именно президентская система привела к 2 революциям и сотням жертв. Да, с этим понятно. И вот дополнение вопроса гражданина, Эмиль Саламатович, и вам, Асия Павловна, ну, собственно, всем. Вот мы говорим, что мы искоренили семейно-клановую систему, да, с этим все согласны. Ну, другой вопрос, экстрадировали их, сейчас вернемся к нему. Вопрос в том, что, и в прошлый раз Эмирбек Черкешевич это подтвердил, есть некие корни, образно говоря, которые во всех ведомствах, во всех структурах, министерствах, вплоть до Илёкмыты, которые работали при прежней системе, и по сей день работают. И я бы не сказал бы их слишком чистоплотными чиновниками, но они почему-то сидят. Ну, в худшем случае поменяли свое кресло. Так вот, что это? Либо у нас рук не хватает до них дойти, добраться, либо мы их простили и сказали, мол, в следующий раз этого не повторяйте. Даем вам еще один шанс. Пожалуйста. Можно я скажу? Вот одним из достижений вот этой революции было именно то, что в 2010 году произошли выборы. Они были самыми честными, да? И именно
первое место заняла та партия, которая была не властной партией, да? А именно, так скажем, представители оппозиции. И они сегодня сидят в парламенте. И вот вы говорите о том, что насколько это правильно, что чиновники сидят, которые работали и при Бакиеве, и работают и сейчас. Ведь такой вопрос, да? Ну, скажем, не все. Знаем из них очень даже хороших. Это тоже наш народ. Понимаете, это тоже наш народ. Но одно дело, если он совершал какие-то противозаконные действия, и есть на то доказательства, вы видите, вот результат, люди сидят, возможно, он работал, какая ему разница при ком? Это был просто, возможно, честный человек, который работал и при Бакиеве, он продолжает работать и сейчас. Это одно. И во-вторых, конечно, вы сказали про корни, подождите. И, конечно, раз люди сидят у нас сейчас во власти от оппозиции, которые работали и при Бакиеве, и есть система протеже, да, так скажем, да, может быть, они их поддерживают, они их выдвигают, у них тоже есть возможности на это. Дамира Васхановна, вот говоря о народе, о честном народе, хотите ли вы сказать этим самым, что все те чиновники, которые сегодня остались с прежнего режима, все они есть чистоплотные, честно работающие чиновники? Нет, я так не могу сказать. Я так не могу сказать. Их полно, и даже в нашем парламенте. Спасибо. Вот, пожалуйста, участники апрельских событий, еще был вопрос. Абдраим Касымов. Одну минутку. Вот вопрос, да, пожалуйста. Абдраим Касымов, Народное движение Каркара. Вот вы занимаетесь коммерцией. Я прошу прощения, здесь один вопрос, да, пожалуйста? Спасибо. Вы имеете право на это или нет? Я хотел бы сказать, По за счет того, Конституции, я отвечу, можно, да? Без проблем, пожалуйста, Да. прямой эфир. По всем законодательным нормам депутат Джор Кеңеша не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. Я хочу Кстати, давайте нам посвятим следующий эфир. Нет, да, такая норма была всегда. Никто не имеет права, государственные служащие, заниматься коммерцией. И Спасибо. я этим не занимаюсь, к вашему сведению. У нас есть сюжет, мы потом перейдем к вашему вопросу. Пожалуйста, можно вот внимание на экран? С момента трагических апрельских событий прошло уже 3 года. Можно по-разному относиться к этому дню. Считать ли его днем траура по погибшим или же праздником народного сопротивления против коррумпированной семейно-клановой власти? А также спорить, была ли это народная революция или государственный переворот. По этим вопросам мнения до сих пор неоднозначны. Однако очевидным остается факт. 87 граждан Кыргызстана отдали свою жизнь, а еще порядка 1000 свое здоровье в попытке донести до государственной власти свое несогласие и протест. События 7 апреля должны были навсегда изменить положение в стране, очистить общество от дискредитировавших себя элементов и вдохнуть новую жизнь в развитие суверенной Кыргызской республики. Однако смогли ли мы достичь этих целей? Судебные разбирательства длятся уже 3-й год, так как ключевые фигуры, причастные к разграблению страны и несущие ответственность за гибель наших сограждан, беспрепятственно выехали из Кыргызстана и теперь, даже особо не скрываясь, пытаются и дальше дестабилизировать ситуацию в государстве. Не помогают в данной ситуации и запросы об экстрадиции и обращении в международный розыск. Преступники так и остаются вне закона Кыргызской республики. В разы увеличилось количество проводимых митингов и акций протеста. Лишь за прошедший 2012 год только в городе Бишкек прошло 726 различных акций и протестов, в том числе несущие призывы продолжить народные волнения и дестабилизировать государственный строй, тем самым оказывая тормозящий эффект на дальнейшее развитие страны. А теперь более подробно обсудим это в прямом эфире ток-шоу «Ойордо». И ваш вопрос, пожалуйста. я даже не знаю, Абдраим Касымов, Народное движение Каркар, я не знаю, кому задать вопрос, потому что здесь все сидящие, нами очень уважаемые люди, и мы буквально, я думаю, что и у нас и идеи были одни, и мысли были одни, и мы вместе шли к победе 7 апреля. У меня такой вопрос, но я серьезно не знаю, кому его задать, потому что вы задайте, те люди, которые здесь, я бы им не задавал, есть люди другие, кому бы я его задал. Вот да, сейчас люди в правительстве у нас сидят. Бывшие, не бывшие. Я хочу с другой стороны, о другой стороне сказать. Остались хвосты и первого президента, и второго президента.
И на сегодняшний день наше движение очень много обращается людей, бизнесмены, простые люди, которые занимаются беспределом натуральным, которые в свое время награбили, за копейки наприватизировали заводы и фабрики наши. Все заводы, не все заводы, но определенные стратегические, как мы говорим, заводы превратили в базары. И вот вопрос у меня такой, будем ли мы с ними бороться или не будем, или надо как-то их искоренять, или нам опять сейчас выходить не на площадь, а именно эти хвосты рубить нам уже. А вы можете вот конкретный один Я могу сказать про Кубанышбека Джумалиева, его брата Самарбек Джумалиев, по-моему, который в городе Кочкарата приватизировал практически все вот эти 3 километра, 4 километра базаров. Таатан, завод, электродвигатель, который был сделан рынком Таатан. Гоин, Найза, вот это все. Все, понятно, все, спасибо. Ну, Турсунбек Акунович, адресуем его вам, а потом и народным представителям. Может, лучше зам генерального прокурора? Я думаю, что... Хорошо. Заместитель генерального прокурора Крымской Республики Ирина Юрьевна у нас сегодня, я прошу прощения, Людмила Юрьевна Усмановна. Ну, вообще, наверное, нужно отметить, что действительно сейчас органы прокуратуры проводят проверки по законности приватизации, но на сегодняшний день это объекты дошкольных образовательных учреждений. Это наша, так сказать, на сегодняшний день вот этот вопрос стоит. А что касается вопроса, ну, необходимо отметить, если действительно есть нарушение законности при приватизации этих объектов, то эти материалы, если поступят в прокуратуру, то мы будем разбираться с этим вопросом. По данному конкретному случаю еще не поступали? По данному конкретному нет. Просто у нас на сегодняшний день действительно вот идет определенная работа по приватизированным объектам. Но я как уже сказала, что это конкретная сфера. Вот, что касается вот объектов, которые были озвучены, на сегодняшний день мы проверки не проводим. Но если есть нарушения, если, допустим, есть конкретные факты нарушений, которые были допущены при решении вопроса о приватизации, и эти материалы поступят в органы прокуратуры, то, соответственно, мы будем проводить проверки. Знаете, я вот не хочу вас обидеть, но что мне показалось интересным в вашем разговоре, собственно, это и есть отражение всей ситуации. Мол, мы пойдем на митинги. Теперь митинги на площади, на Алато и так далее, это есть решение всех проблем. Нет, знаете, ситуация какая? Я вот к Генеральной прокуратуре на сегодняшний день отношусь с большим уважением, потому что это одна из единственных служб, которая отнеслась ко всем жалобам серьезно. Мало того, я вот о чем хочу сказать, что Джумалиевы, они мало того захватили, они сейчас по беспределу захватывают деньгами. Я на местах, на районах, я не говорю в центре, я говорю о районах, где они живут и располагаются вот у них на местах в аилах, да, вот эти, они покупают всех деньгами и решают все вопросы деньгами. А давайте так, вы попробуйте обратиться к той организации, к которой вы с глубоким уважением относитесь. И, быть может, Генеральная прокуратура... Сюжету, который предыдущий, да. Там, это тоже вот такая тема, которую обсуждает государственный переворот, революция. И вот к этому тоже нужно будет однозначно и четко сказать, что у нас и как в 2005 году, так и в 2010 это была народная революция. Это однозначно. Государственный переворот – это когда в кабинете или в верхушке власти один клан сменяет другого или один человек другого с применением силы. Такой ситуации у нас в апреле не было. Были массовые волнения, повсеместно народ поднялся, вот участники многие здесь сидят, лидеры оппозиции сидели в тюрьме, и власть сбежала. Только после того, как власть рухнула, и мы же вышли на свободу. Эмиль Саламатович, ну вы знаете, революция была, путч, восстание, переворот. Давайте это оставим на суд истории. Я думаю, что совсем скоро эта история сама распределит. А вот, кстати, в прокуратуру о делах Бакиевых. Был подан официальный запрос в Белорусскую Генеральную прокуратуру 6 мая 2010 года, если не изменяет память, об экстрадиции Сооронбека Салиевича. Позже еще подавались подобные запросы? Вообще необходимо отметить, что за этот период, практически 3 года, Генеральная прокуратура неоднократно направляли запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. Первоначально это были запросы о выдаче его для привлечения к уголовной ответственности, на которые мы получили отрицательный ответ в связи с тем, что нам отказано было в выдаче, так как компетентный орган Республики Беларусь посчитал, что идет преследование по политическим мотивам. По этому основанию нам было отказано.
Тем не менее, как мы все знаем, недавно состоялся приговор суда, был вынесен приговор суда по уголовному делу по факту убийства Садыркулова. Так как конвенция, это конвенция о правовой помощи в правовых отношениях, предусматривает два момента, по которым мы можем требовать выдачу. Во-первых, это для привлечения к уголовной ответственности, и второй момент для приведения приговора исполнения. Буквально в феврале месяца этого года нами был уже направлен запрос в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с тем, чтобы нам выдали Бакиевых для приведения приговора в исполнение, который вступил в законную силу на территории нашего государства. Это Курманбека Бакиева, Джаныша Бакиева. Курманбека Бакиева и Джаныша Бакиева. На сегодняшний день нами получен ответ буквально вчера. Нам опять вновь отказано по тем же основаниям. То есть Генеральная прокуратура Беларуси на сегодняшний день, значит, опять нам отказывает в связи с тем, что идет место, как бы они усмотрели в этом, что идет преследование по политическим мотивам. Ну, в пределах компетенции, которая отнесена к органам прокуратуры, вот этим международным договором, на сегодняшний день у нас как бы наши возможности, все, что можно, мы сделали. Все, что можно, мы исчерпали. Теперь наша страна с Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики бессильно возвратить... Нет, ну так, наверное, не надо говорить, потому что в этот процесс были вовлечены не только органы прокуратуры, но также направлялась и нота по линии МИДа. В парламенте этот вопрос поднимался. То есть этот вопрос шире уже стал, как говорится, Вся страна. был задействован. Вся страна оказалась бессильна. Ну, если вещи своими именами называть. Нет, ну вы знаете, тем не менее, предпринимали все необходимые меры к разрешению этого вопроса. Ну, можно нет, сказать, тут надо открыто и говорить. В действительности все дело упирается в режим Лукашенко. Да. Но мы будем, мы-то знаем... Мы будем ждать, пока в Беларуси будет естественно, революция. Лукашенко не вечный, режим в Беларуси тоже не вечный. Можно я вот отвечу тоже на ваш вопрос, потому что этот вопрос очень болезненный. Очень часто приходят все, кто участвовал в революционных этих событиях, и постоянно ставят этот вопрос ребром о том, что вот остались эти хвосты, почему эти люди работали при Бакиевых. И не о высоких профессионалах говорят, что есть, знаете, специалисты, которые работали и будут работать, но о тех, которые именно поддерживали режим, подыгрывали режиму, сами при этом грабили, чтобы только их тоже не трогали. Я хочу сказать, что, уважаемые мои братья-революционеры, мы не до конца додавили, мы не до конца доделали то, к чему мы шли. Я еще удивляюсь нашим гражданам, ведь они прекрасно знают, у кого рыльца в пушку, у кого какой хвост и так далее. Да? Ну хотя бы совести хватило, ну 5 лет куда-нибудь бы отошли в сторону, вот сейчас бы вот действительно, они же нам мешают, потому что действительно идет бойкотирование, даже я знаю, что на юге где-то идет бойкотирование указов президента, не выполняются даже многие вещи. Понимаете, вот это вот идет противостояние. Почему в парламенте у нас вот это сыр-бор? Да не потому что, конечно, очень жаль, что мы как коалиция, в основном это 3 партии, которые были в оппозиции, как никто иной, мы должны быть вместе, и, понимаете, тогда легче идти. Но между нами идет какие-то еще разборы мест, портфелей, ну и так далее. Да? Это очень плохо, это всегда болезненно. Идет и будет идти. И поверьте, да. Новый парламент придет новый президент, те люди так и будут сидеть, не отойдут. Ну тогда что нужно? Тогда мне нужно сказать единственное. Вот это гражданский процесс, это народный процесс. Революция это не просто 3-4-5 человек, это была народная волна, понимаете? Поэтому я бы хотела обратиться к нашим гражданам, которые видят, что действительно вот эти коррупционеры, которые раньше были, и они сейчас засели, и надо их вытаскивать потихоньку, понимаете? И сегодня в этом плане хочу еще раз поблагодарить работу антикоррупционной службы. Они сегодня в очень тяжелых условиях. Многие офицеры в тяжелых условиях работают, потому что те, кто крышует, сегодня и в органах сидят. Те, кто делали преступления, они сегодня в офицерских погонах многие сидят. Поэтому тяжело. Но мы идем, и гражданская активность нам должны помогать, либо другого пути. Да, сейчас одну минутку. Можно обращусь, да, вот по поводу замены. Вы знаете, мне кажется, или как, пошла вот такая тотальная мода заменять всех. Особенно в последнее время. Вот я сам молодой, да, но мне буквально не нравится, когда говорят, дайте дорогу молодым. Вот мне кажется, дайте дорогу профессионалам, и все. Молодой он, женщина, другой национальности, да не имеет никакого отношения, да? Как вы смотрите вот на это? Ну, вообще надо разделять должности политические и технические.
Я считаю, Мы что все нужно... рвемся к политическим, надо признать. Нет, я имею в виду в целом. Я считаю, что технические позиции можно было бы заменить, к примеру, да, а многие технические, вот как Ирина Юрьевна говорит, действительно профессионалы, они могут при любой власти работать. Другое дело, что если за ним какие-то коррупционные схемы или какие-то уголовные дела и проделки, это совсем другое дело. С этим надо бороться, и вот у нас есть прокуратура, и вот сегодня молодой человек озвучил проблему в Караколе, он озвучил это публично, и прокуратура обязана отреагировать, потому что это было и высказано публично по закону. Поэтому я думаю, что они будут принимать меры. Но меры принимаются, и очень много делается сегодня. Когда было, чтобы, вот, допустим, депутатов сажали? Такого же не было. Когда было, чтобы министров сажали? То есть тенденция, она есть. Другое дело, конечно, мы не можем посадить всех, кто при Бакееве был в коррупционных схемах. Это очень сложно. Но, тем не менее, работа идет. Я думаю, что политических должностей вы говорите, да? Но ведь политические должности, чтобы занимал определенный человек, за это голосуют же наши избиратели. И они выбирают, какая партия должна править. Чем больше голосов эта партия набирает, тем больше она формирует политические должности. Того же президента народ выбирает, так скажем, да, парламент народ выбирает, скажем, президента, народ выбирает парламент, а парламент, собственно, определяет. Да, парламент определяет, кто будет как раз таки этот вопрос адресован парламенту. Почему мы в приоритет ставим возраст и так далее и тому подобное, а не его профессиональные качества? Ну ладно, это другая тема. Нет, эта тема как раз таки так. Ирина Юрьевна, у вас, я думаю, что сейчас у вас должно быть больше повода для оптимизма по очищению, поскольку вот недавно же прошел митинг в Джалабаде с Узакой, там митинг во главе Мадумаровым и Гальдебековым, они требуют, чтобы мы очистились от тех людей, которые служили, прислуживали режиму Бакееву. Так же, раз эти люди, которые служили, прислуживали, требуют очищения, значит, мы идем нормальными темпами, правильно? Турсунбек Акунович, пожалуйста. Я хочу вернуться к предыдущему вопросу насчет экстрадиции. Да? Вот Эмиль Саламатович говорят, что да, режим Лукашенко это такой сильный там. Но это, я думаю, режим Лукина тоже непростой, правильно же? Режим европейских государств тоже непростой. Но правительство, руководство Узбекистана или Таджикистана, они же экстрадируют из России, из европейских государств своих же людей. У нас есть Минское соглашение, правильно же? Насчет экстрадиции. Именно Минское соглашение имеется. Почему вот наши правоохранительные органы никак не могут? Конечно, мне не скромно, я когда-то работал с ними. Но в любом случае, это же все-таки решение суда есть, правильно же? Вот, поэтому люди недовольны. Вот, люди сидят, например, участники этой революции, у них тоже недовольство имеется, потому что 3 года уже длилось это. И правильное недовольство, недовольство. Нет, потому что... крайне недовольство. И кроме того, 3 года продлилось это судебный процесс. Еле сейчас делать. Ну, раз есть судебное решение, надо экстрадировать. Но надо, правоохранительный орган, надо решительно вступать. Есть соглашение. Минское соглашение. Именно Минское соглашение. Поэтому вы согласны с тем, что мы сейчас, вот 3-й год уже почти длится суд. А почему таджикская власть, узбекская власть, они же экстрадируют, они отлавливают в Москве, отлавливают в Европе, они их экстрадируют. А наши так сказать, очень слабые. И наказуем, Асять Павловна, согласитесь, тех, кто исполнял, а не тех, кто приказывал. Да, очень слабые. Вопрос об экстрадиции. Вообще, наверное, я скажу такой момент, что у нас есть понятие межгосударственный розыск, есть понятие международный розыск по линии Интерпола. Вот необходимо сказать, что, допустим, Джанеш Бакиев, он объявлен международный розыск. То есть, соответственно, когда мы будем располагать информацией, то есть о возможном местонахождении, возможно, это будет не Республика Беларусь, то мы, соответственно, будем направлять соответствующий запрос. Потому что приговор суда есть. Кроме этого, есть еще уголовные дела в производстве, где, допустим, он привлекается тоже в качестве обвиняемого. То есть на сегодняшний день сказать, что этот вопрос, как бы вот, как вы до этого комментарий небольшой дали, наверное, будет не совсем правильно, потому что то есть у нас еще есть возможность как-то человек, объявленный в международный розыск, получается, то есть здесь больше возможностей. Находясь в другой стране, если эта информация... А Курманбек Бакиев объявлен межгосударственный розыск? Получается межгосударственный, потому что международный розыск по линии Интерпола нам отказали, именно по этим же мотивам. То есть если Курманбека Салиевича найдут где-нибудь в Москве, где-нибудь в Берлине и так далее, там его поймать... Нет, но межгосударственный розыск, он как раз-таки распространяется на страны СНГ, если говорите вы о Москве.
Людмила, Поэтому, да, вот поэтому... мне кажется, что все равно даже наш розыск внутри страны работает очень слабо. У нас люди, которые объявлены международный розыск, ходят по стране, и никто, тот же Ахмад Бакиев, я так и не поняла, кто его выпустил, когда его выпустил, кто наказал И за какие Ахмата сейчас следствия идет по Бакиева. этому вопросу? То есть у нас люди, международный розыск находятся в стране, об этом приходят, говорят граждане, и мы ничего не делаем. Я вот тут слабость вижу прокуратуры, либо... Даже мы помним случай, когда говорили, слушайте, да меня не искали, я у отца дома был, вот сам пришел, не буду называть фамилию, все мы знаем. Вообще органы розыска – это органы внутренних дел. В какой-то степени это органы национальной безопасности. Но здесь, если говорить Вот о проблеме... почему я и говорил о всей если стране. говорить о проблеме, проблема существует в том, что очень узкий круг прокуроров может осуществлять надзор за деятельностью этих оперативно-розыскных органов. Это только определенный статус. Поэтому здесь я, наверное, не могу согласиться, потому что у нас не все прокуроры могут осуществлять надзор за оперативно-розыскной деятельностью. У нас, получается, по закону об оперативно-розыскной деятельности наделены правом только не ниже статуса прокуроров областей. А вы сами понимаете, у нас областей не так много, это определенное количество. Вопрос, пожалуйста. Я апрель байрағы, Нурманбетов Джергалбек. Я бы хотел вопрос задать ко всем, да, вот, насчет снайперов, которые прицельно стреляли в наших граждан. Вот за них когда будет спрос, или они есть или нет, коротко. Хотя говорили, 7 человек поймался, и 12 было потом. Почему-то это сам. Вот. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, это, наверное, вопрос о судебном процессе. Кстати, в дополнении, почему судебный процесс? Ну, понятное дело, что много причин, но все-таки уже 3 года почти длится. Судебный процесс начался в марте 2011 года. Практически на протяжении 2 лет он идет. Ну, надо отметить, что действительно вот уголовное дело, возбужденное по апрельским событиям, оно не имеет аналога в истории нашей республики. Это действительно беспрецедентное дело. Надо сказать, большой объем следственных действий был произведен. И если сейчас говорить, то действительно большое количество потерпевших идет, свыше 300 человек. Вот как сегодня сказали, только 87 погибших. Много свидетелей, там свыше 150 человек. Вот эти все материалы должны быть исследованы в суде. Кроме этого, по делу в качестве подсудимых привлекается 28 лиц. И поэтому вот это, надо сказать, такое дело, которое требует тщательного изучения, тщательного судебного То есть то, что он идет так долго, это следствия. оправдано, да? Или все-таки есть мнение, и бытует такое мнение, что его специально затягивает сторона, эта сторона? Вы знаете, действующий закон уголовно-процессуальный, он допускает заявление ходатайства. Я так полагаю, что об этом идет речь. Что да, действительно, на протяжении этих 2 лет стороной защиты неоднократно заявлялись ходатайства об изменении меры пресечения по каким-то определенным следственным, судебным действиям. Поэтому, в принципе, если говорить, то право идет до Верховного суда. Допустим, обжалование. Если не согласны с решением, принятым в суде первой инстанции, обжалуются во вторую инстанцию и так далее, до Верховного суда. Поэтому Просто, это все занимает определенное даже время. если в историю, да, углубиться, то тот самый известный Нюрнбергский процесс, он длился-то 11 месяцев над фашистами. Конкретно ответьте, которые пойманные снайпера есть или нет вообще? Есть снайперы пойманные? У нас 28 подсудимых. И все они снайперы? Нет, почему снайперы? Вот все, кто по делу проходят, в качестве подсудимых, Ну тут они вопрос прям привлечены. именно касательно снайперов. Сколько их? Или это тайна? Ну, я не знаю, о каких снайперах речь идет. Насколько по уголовному делу... Я думаю, что о тех, кто стрелял. Нет, привлечены к уголовной ответственности представители Альфы. Можно вот микрофон, пожалуйста? Да, Асия Павловна, у вас тоже есть вопрос, пожалуйста. У меня вопрос к заместителю. Были женщины там снайпера. Наемники. Ну, по материалам уголовного дела их нету. По материалам уголовного дела, по результатам, вернее, проведенного расследования, установлен круг виновных лиц. И эти виновные лица привлечены к уголовной ответственности. И на сегодняшний день идет судебное следствие. Почему тогда простого народа обманывали, да, вот 7 человек, потом 12 снайпера именно поймались, они сейчас в ходе следствия вот, не опубликается, да, все, да, потом как выясним, скажем. Джергал, можно будет? Да, пожалуйста. Вот те люди, которые сидят на скамье подсудимых, вот как раз вот эти бойцы, за которых вот сейчас идет все политические и неполитические спекуляции, они как раз таки в подразделении Альфа являются подразделением снайперов, которые вот именно с винтовкой сидели на номерах.
кто на каждом номере, на каждом, там, какое окно закрывал, все это в следственных материалах есть. Вот скоро оглашение пойдет, вы все услышите. Вот на суде все будет оглашено. Но потом, я полагаю, чуть-то неправильно, да? Вот говорили то, говорили это, одна бабушка это сказала... на совести тех, которые заявляли. И, к сожалению, так и было. И среди членов Временного правительства. То есть есть люди, у которых есть элементарное несдержание слов. Вот бывают ненужные политические заявления, ненужные слова. Но это человек, вот есть люди, это на их совесть. Если человек что-то говорит, у него несдержание идет, кто может ему запретить это? Спасибо. Асия Павловна, пожалуйста, У меня ваш вопрос заместителю Генеральной прокуратуры. Вот почему все это дело было отдано в один суд? Почему нельзя было их раздробить для того, чтобы полегче и побыстрее дело пошло? Вот можно ответить на этот вопрос? Или это один общий процесс? Ну, вообще, это общее уголовное дело, и, наверное, делить его на эпизоды, потому что там выстраивается хронология событий, и все эти 28 подсудимых, они, получается, вовлечены в этот процесс. И для того, чтобы установить истинную картину... Нет, но они же все равно подразделяются. Вот, например, на альфовцы, да, одни, а другие представители правоохранительных органов, то есть Министерства внутренних дел. Разделить. Это один процесс. Это один процесс, где действительно должны все обстоятельства быть установлены, виновные лица определены. Если разделить на несколько судов, то их всех все равно надо возить туда и туда надо возить, чтобы они везде участвовали. Спасибо. Вот и еще один вопрос. У меня вопрос к Генеральной прокуратуре, то есть представителю Генеральной прокуратуры, об Дунганове. Вот Дунганову выпустили под домашний арест. А недавно по телевизору показывали там сотрудников Альфа, то есть бывших сотрудников Альфа. Они говорили там природно, то есть был такой приказ найти гранатомет. Так. Стрелять в сторону людей, которые стояли, да, более вокруг конкретнее, БТР. пожалуйста. По нему вот по вновь открывшимся обстоятельствам можно ли закрыть или как там, или ведется по этому делу. И Бекназаров тоже вот, он сказал прилюдно, да, вот были там снайперы, найдены были, то есть или иностранные наемники, да, так. Ну, он сказал, пусть он и ответит, я так полагаю, да? Ответ будет или как там? Он отвечать будет. Но мы можем говорить только о тех подсудимых, которые сейчас привлечены, были к уголовной ответственности и в настоящее время сидят на скамье подсудимых. То, что какие-то разговоры велись, ну давайте, наверное, дождем уже, процесс должен завершиться, в смысле завершения процесса. В отношении меры пресечения вы говорите. Но вновь открывшиеся обстоятельства, здесь немножко термин, который употребляется не к этой ситуации, а, допустим, когда вынесено судебное решение, вступило в законную силу, и Спасибо. потом возникают новые обстоятельства, которые представляются суду. У меня вопрос к вам, вот как непосредственно к участнику апрельских событий. Вот вы, как участник, вы шли на площадь, возможно, вы бы оказались среди тех, кого сейчас нет рядом с нами. Вы довольны? Вы считаете, что цели революции достигнуты? Вот да или нет? У нас эфирное время заканчивается. Основную цель, да, достигнут. Спасибо. Да. Спасибо. И еще один вопрос, тоже по участникам апрельских событий, мы их коротко называем вас. Вы знаете, такую, одна маленькая история. Вот этим летом моя мама лежала в куратологии, и вот рядом лежала женщина, участница апрельских событий. Так вот, честно вам говорю, она делала документы другим своим знакомым, чтобы те без проблем ходили там, получали какие-то льготы и так далее и тому подобное. Вот подобными действиями, а их очень много, поверьте мне, мол, я участник апрельских событий, может, он и не участник, не теряем ли мы ценность самой революции? Нет, давайте я отвечу на этот вопрос. Участникам апрельских событий никаких льгот нет. Это однозначно. Пострадавших. Никаких. Есть категория пострадавших в ходе апрельских событий. Их список уже утвержден. Пострадавшие есть. Там единственный и жесткий критерий обращение к медучреждениям именно на тот период, 7 апреля, 8 апреля, если там Джаллабадские события, то 13 мая, да, и заключение судебно-медицинской экспертизы. Других критериев нету. И вот этот расхожий, особенно вот 24 КГ все время говорят, вот участникам такие льготы, такие выплаты. Никаких выплат нету. Есть выплаты, пособия по потере единственного кормильца, установленные законом, если
единственный сын погиб и так далее. То есть то, что в рамках закона определено. А так Спасибо. вот участники сидят, у них никаких льгот и никаких пособий нет. И у меня последний вопрос, наверное, самый главный вопрос. Помните, в 2010 году мы говорили о реформах. Мы реформируем это, мы реформируем то. Боже мой, мы обещали реформировать все. Что тут скрывать? Ирина Юрьевна, вам, Дамир Аббасхановна, вам, всем. Назовите одну отрасль, одно министерство, одно ведомство, я не знаю, будь это образование, будь это здравоохранение, где мы можем сказать, да, за 3 года, а 3 года, согласитесь, это срок, мы сделали реформу от А до Я. Можем назвать? Мы начали делать реформу. Но не закончили. Да, это вы знаете, это огромный процесс, это огромный труд. Нет, вот, например, я сейчас могу сказать, что сейчас вот по Комитету обороны и безопасности уже я знаю, что написана новая военная доктрина, отдана президенту. Но для того, чтобы начать реформу в вооруженных силах, мы проехали полностью рабочей комиссии. Мы должны были увидеть, прошерстить, все проанализировать, чтобы начать и не испортить начатое хорошее дело. Значит, Поэтому ни одна реформа еще не доведена они до все конца. запущены, нужно анализ провести, как с бухты-барахты, сколько мы проводили процесс. реформ, чтобы потом они так же заглохли, как и начинались. Ну давайте более качественно подходить. Вы знаете, реформа это, конечно, высокое, хорошее дело, но я бы хотела, чтобы более качественно это было, чтобы мы не навредили стране. Я хочу сказать о том, что, вот знаете, даже вот экономически сильные страны делают за большой период такие реформы и тем более видят результаты, да? Но несмотря на то, что мы вот такая вот молодая демократическая страна, нам всего 3 года, но мы сейчас начали реформы везде. Вы посмотрите, в здравоохранении принята реформа, она вот сейчас начала реализовываться. В образовании реформы сейчас идут, в МВД начались реформы, да, то есть везде, где можно. Судебная реформа завершена, так скажем, да, сегодня. Давайте мы не будем говорить о том, что ничего не сделано. И все то, что мы сделали, да, это благодаря именно тому, к чему мы стремились. То есть произошла народная революция, и вот на основании этого мы достигли этого. Но дело в том, что все впереди. Мы должны верить в наше будущее. Для этого, я думаю, нужна стабильность. Спасибо. Прежде всего. Вы знаете, я вот... да, пожалуйста. Просто все познается в сравнении, говорится, такие пословицы. Поэтому, если посмотреть Узбекистан, Казахстан, другие государства СНГ, да, сравнить с Кыргызстаном никак невозможно. Потому что у нас идет более-менее лучшее реформирование. Поэтому большие изменения идут. Мы просто, люди же не видят дальше носа, грубо говоря. Поэтому если они увидели это, то, что происходит, все хвалят, например, Назарбаева и того другое. А то, что какие реформы идут, мы не видим же. Можно поэтому я? здесь надо посмотреть. Вот это будет те, кто хочет увидеть положительные изменения, те увидят. А те, кто в упор не хотят этого видеть, конечно, они не будут видеть и не будут об этом говорить. Это первое. Второе, реформы, они не могут в одночасье начаться, а в одночасье закончиться. Реформы – это постоянные изменения к лучшему. И я считаю, что у нас это идет, тенденция есть, очень много недоделанного, но это из-за того, что у нас системная коррупция, она складывалась 20 лет. Спасибо. Поэтому очень много сложностей сегодня. Спасибо. К сожалению, у нас время заканчивается. Вы знаете, я с ужасом наблюдаю сейчас, что творится. Кстати, сразу после нас началось на Ближнем Востоке. Это и Сирия, и Египет. И в чем я действительно хочу сказать вам спасибо. Просто как гражданин. Там за то, что мы идет, а у нас за 4 года мы закончили. За то, что мы закончили, за то, что мы вовремя закончили, за то, что мы вовремя одумались. И, уважаемые участники, уважаемые зрители, уважаемые гости, уважаемая страна, уважаемый народ, я предлагаю закончить эту программу в память о тех, кто отдал свою жизнь, в память о тех, кто не увидел сегодняшний день ради нашего светлого будущего. Минутой молчания.
Обещаем продолжить то дело, которое было начато вами. У нас все получится. Это был прямой эфир программы «Ой-Ордо». Мы еще обязательно вновь и вновь вернемся к теме апрельских событий. Увидимся.